Жительницу Уфы выселили из аварийного жилья в недостроенный дом. 8 лет женщина с несовершеннолетним сыном вынуждена скитаться по съемным квартирам, в то время как их собственный находится в долгострое. На вопрос, когда дом сдадут и туда можно будет заселиться, чиновники ответа дать не могут. При этом прежний деревянный барак снесли, а потому возвращаться матери-одиночке некуда. Есть ли выход у этой ситуации, разбирался Артур Шамсудинов. Нас расселил «Интеграл». И до сих пор мы не можем заехать. В 2012 году, в июне. Мне было тогда 45 лет, сейчас 52, я уже вся больная. В ее паспорте по-прежнему старая прописка, только дома по указанному адресу давно не существует. Деревянный барак, в котором Вера Старцева жила вместе с семьей, расселили в 2012 году и снесли. Взамен женщине предложили либо квартиру во вторичке в Уфимском пригороде, либо подождать и заехать в новостройку. Они нам шакшут, какие-то далекие, но я вот согласилась в новом доме застройку взять. Думаю, они божились, что в 2012 году вот мы расселяем, а в 2013 мы заедем в декабре. И вот за это я только согласилась. Если бы так я бы в старом доме взяла. Администрация делает людей бомжами тоже так же, как говорится. Это как на улицу выкинуть людей с детьми. Это ни в каком государстве такого нет. Вместе с сыном женщина уже 8 лет скитается по съемному жилью, на которое, по ее подсчетам, ушло не меньше 1,5 миллиона рублей. На все просьбы чиновников помочь в решении проблемы, ну или хотя бы предоставить временное жилье, одни отписки и предложение судиться с застройщиком, который и занимался расселением. Часть квартала, ограниченного улицами Комсомольская, 50 лет СССР и Тихорецкая, была отдана под застройку компании «Интеграл». Все находившиеся на этой территории двухэтажные бараки впоследствии снесли. Но вот выполнить до конца свои обязательства компания так и не смогла, в том числе и возвести намеченные многоэтажки. Застройщик давно стал банкротом. Тот самый проблемный дом находится в одном из микрорайонов Уфы, Затоне. Многоэтажка построена, однако необходимо выполнить внутреннюю отделку и провести коммуникации. Вот только делать этого некому. Вот 33-я квартира, 3-й этаж. Уже лифты даже поставили, есть все. Немножко осталось, а тянут специально, людей обманывают. Это вообще невыносимо. Как жить дальше? В столичной администрации от комментариев воздержались, отметив, что в адресных программах снесенный дом на Тихорецкой не числился. Всю ответственность несет строительная компания. Сейчас этот вопрос на контроле Фонда защиты прав дольщиков республики, который не может договориться с конкурсным управляющим «Интеграла» о передаче проблемных объектов на свой баланс. Арбитражным судом Республики Башкортостан принято решение о смене застройщика. В соответствии с указанным определением Фонду Республики Башкортостан передано имущество и обязательства застройщика АО «Интеграл». В свою очередь, конкурсным управляющим были поданы апелляционные жалобы на указанное определение в связи с тем, что он не был согласен с суммой текущих платежей, которые подлежали, на его взгляд, удовлетворению. Заявленная сумма составляла 36 миллионов рублей. Повторный суд снизил указанную сумму, однако конкурсный управляющий не согласился с решением апелляционной инстанции. И пока длятся тяжбы, приступить к строительным работам фонд не может. Там все же надеются найти компромисс в ближайшее время. По их графику сдача дома запланирована на 2022 год. Артур Шамсудинов, Владимир Шевчук и Азамат Мухамедшин. Новости Уфа.